Год назад официально зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. В стране было объявлено чрезвычайное положение и введены ограничительные меры. Общественные места и школы были закрыты, а сотрудники многих учреждений вышли на работу удаленно. Что же изменилось за год эпидемии в стране? Если посмотреть, то никогда еще за 30 лет такой проблемной ситуации не было в Кыргызстане, как вот именно за прошлый год. Падение экономики произошло минус 8%. Это очень большие показатели. И бюджет недопоступило больше 30 миллиардов сомов. А это, в свою очередь, обязательства государства перед своими гражданами. Это пенсии, пособия, это заработная плата госслужащих. Это много-много различных обязательств по социальной части именно государства. За этот год пандемия коронавирусной инфекции наделала много проблем не только в Кыргызстане, но и во всем мире. По словам доктора экономических наук Толунбека Абдырова, в целом мировая экономика показала отрицательные результаты в Америке, в России и во многих европейских странах. Говоря об экономике Кыргызстана, она была менее защищена. Сегодня новый избранный президент, он пытается улучшить эту ситуацию, пытается создать идеальные условия для того, чтобы экономика сдвинулась в лучшую сторону. Подписан ряд указов по поддержке бизнеса, по привлечению инвестиций, проведены, скажем так, официальные поездки делегации в Россию, в Казахстан, сейчас в Узбекистан. Я думаю, прошли переговоры с Китаем. За прошлый год было сделано много действий, было потрачено много ресурсов. По словам эксперта Бермет Барктабасова, серьезные события страна пережила в летний период, особенно в июле, когда люди одновременно массово начали поступать в больницы. Не было мест и не хватало скорых, врачей, не хватало медицинского оборудования и препаратов. Люди узнали, поняли, что нужно дистанцироваться все равно, что нужно носить маски, что не нужно быть без причин в людных местах, что нужно избегать скопления людей. И особенно властям, особенно республиканскому штабу нужно понимать, что нужно организовывать работу, жизнедеятельность общества таким образом, чтобы как можно меньше таких мест скопления людей было. Кыргызстан за это время пережил два пика. Один большой в июле и еще один в октябре. Также за год прошли многотысячные митинги, выборы. Произошла смена власти. Во всем мире от коронавируса на сегодняшний день препарата не найдено. Противовирусной терапии нет. Все препараты, вызывающие надежду, не оправдали себя, так как было показано, что эффектов нет, а побочных эффектов много. Аяна Манова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.